При всей кажущейся исчерпанности изучения темы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и участия в ней осетин, еще не все ее вопросы объективно исследованы и освещены, не все так уж бесспорно в работах историков, так или иначе освещавших в своих трудах военный период нашей истории. В частности, не все так однозначно, как кажется на первый взгляд, и в вопросе, касающемся количественного состава героев Советского Союза из числа осетин. Самый, казалось бы, простой вопрос: сколько осетин получили звание Героя Советского Союза в Великой Отечественной войне? К концу войны выявилось, что осетины прочно заняли первое место по числу героев в пересчете на душу населения среди всех других национальностей, населявших Советский Союз. На конец войны в списке осетин, получивших звание Героя Советского Союза, значились 34 человека. Между тем в данном списке, похоже, учтены только те осетины, которые были призваны на войну из Северной или Южной Осетии. Причем даже здесь были свои неточности. К примеру, в списке осетин, ставших героями Советского Союза, не оказался житель Южной Осетии, осетин по национальности Георгий Иванович Беруашвили, Бероев. Георгий Беруашвили, Бероев родился в 1916 году. В 1941 году был призван на службу в рабоче-крестьянскую Красную армию. К сентябрю 1943 года красноармеец Беруашвили командовал отделением 132-го отдельного саперного батальона 38-й стрелковой дивизии 40-й армии Воронежского фронта. Отличился во время битвы за Днепр. С 23 по 30 сентября 1943 года в районе села Григоровка Каневского района Черкасской области Украинской ССР Беруашвили принимал активное участие в организации переправы 20 орудий, 35 минометов, 3 зенитных пулемета, 900 ящиков с боеприпасами, а также 1500 бойцов. В ночь с 25 на 26 сентября 1943 года, когда получил повреждения паром с орудием, Беруашвили смог оперативно заделать все пробоины и спасти тем самым груз. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года, красноармеец Георгий Беруашвили был удостоен высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Александр Николаевич Бибилашвили, Бибилов. Годы жизни 1916-1944. Участник Великой Отечественной войны, гвардии капитан, командир батальона, Герой Советского Союза. Командовал батальоном стрелков 80-го гвардейского стрелкового полка, 32-й гвардейской стрелковой дивизии 2-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. В августе 1944 года батальон капитана Бибилашвили участвовал в освободительных боях юго-западнее литовского города Шауляй. 21 августа командир умело организовал отражение вражеских контратак. Особо отличился в Немельской операции по блокированию германской группы войск в Северно-Курляндском полуострове, где 2-я гвардейская армия наносила удар на Кельме-Тильзитском направлении. С 6 по 9 сентября 1944 года, в ходе Немельской наступательной операции, батальон Бибилашвили продвинулся примерно на 100 километров, ведя бои и нанося большой урон противнику в живой силе и технике. 10 октября 1944 года Александр Бибилашвили погиб в бою. Мы не нашли в списках осетин героев Советского Союза также и Давида Васильевича Джабидзе, капитана Советской армии, командира 812-го истребительного авиационного полка, участника Советско-финляндской войны 1939-1940 годов. Родился Давид Джабидзе 23 февраля 1916 года в селе Чхаре, Тержольского района современной Грузии, в крестьянской семье. Совершил 274 боевых вылета, участвовал в 64 воздушных боях, сбил 22 вражеских самолета. Мы далеки от намерения искусственно осетинизировать героев Советского Союза. Но вот что касается Джабидзе, Джабиевых, то беспристрастная Википедия утверждает, что Давид Васильевич был осетином. Совершенно не вызывает никаких сомнений осетинская этническая принадлежность героя Советского Союза, Владимира Левановича Берашвили. Фамилия Берашвили – это не что иное, как огрузиненная форма осетинской фамилии Бероев. Беройте. Родился он в 1906 году, по другим данным, в 1907 году, в селении Карданахи Гурджианского района Грузии. С 1942 года отчаянно дрался на многих фронтах Великой Отечественной войны, был командиром взвода. 4 октября 1943 года погиб в бою при защите плацдарма в селе Домантово,
а похоронен был в соседнем селении Куповатое, Чернобыльского района Украины. Нет оснований исключать осетинское происхождение еще одного героя Советского Союза, Николая Ивановича Гагичая-Швили. Гагичаев. Родился Николай Иванович в 1903 году в селе Негвезяне Ланчхутского района Грузии. Высокого звания Героя Советского Союза был удостоен в 1942 году. В ходе боя в районе села Новая Санеба пригородного района Северо-Осетинской АССР в ноябре 1942 года Гагичая-Швили первым бросился в атаку и увлек тем самым за собой все подразделение. В том бою он лично уничтожил около 15 солдат и офицеров противника. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1942 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте, борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, красноармеец Николай Гагичая-Швили был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Погиб старшина Николай Гагичая-Швили в бою 14 апреля 1945 года. Тело героя покоится в парке Вечной Славы в Киеве. Вряд ли возникнут у кого-то сомнения в национальной принадлежности еще одного героя Советского Союза, Георгия Ивановича Тваурий, осетинский вариант данной фамилии – Туаев. Его имя также не значится в списках героев осетин, хотя вот что однозначно утверждает Википедия: Георгий Иванович Тваурий, годы жизни, 1920-1999 год, майор Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, 1945 год. Георгий Тваурий родился 9 апреля 1920 года в селе Цейнарехи, ныне территория Грузии. Высокого звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда» удостоился указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года. Таким образом, есть все основания полагать, что героев Советского Союза из числа представителей осетинского народа на самом деле было больше, чем принято считать официально. Напомню, что официальное количество героев Советского Союза из числа осетин 34 человека. В этом материале речь идет еще о 6 героев Советского Союза, которые по своему происхождению являются осетинами, но в Грузии их считают грузинами. Мы ни в коем случае не преследуем цель искусственного увеличения количества героев Советского Союза из числа осетин, а лишь стремимся определить их точную численность, независимо от написания фамилии или места проживания. Неизменным критерием определения национальной принадлежности той или иной личности, в том числе и героев Советского Союза, должно служить не место его проживания и не окончание, а корень его фамилии, его этническое происхождение. Ведь от того, что абсолютное большинство современных осетин пишут свою фамилию на русский, грузинский или турецкий лад, они от этого не перестают быть осетинами. Спасибо, что просмотрели данный материал, а с вами был я, Алан Айларти. Подписывайтесь на канал и ставьте лайк этому видео.